Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карту также для отношений, для работы, для финансов. И итог дня. Подскажем из цыганской колоды. Итак, у нас туз жезлов выпадает как карта дня. Замечательный день для того, чтобы реализовать что-то новое, начинать что-то новое. В этот день может прийти какая-то очень такая неожиданная идея, которую лучше начать прямо сразу осуществлять. Если сегодня у вас запланировано было что-то, начало чего-то нового, тоже отличное время для того, чтобы в дальнейшем получить хорошие результаты. Будет такое очень сильное желание, будет такая энергия огромная, которая приходит в нашу жизнь и толкает нас к каким-то новым свершениям. Это очень хорошо. И посмотрите, у нас такая дилемма сегодня, да, мы либо можем, как Венера, себя вести, и это будет нам на благо, да, это будет решать какие-то наши материальные вопросы, решать вопросы с заработком, с зарплатой, с бизнесом, да, личным делом каким-то. Это может решать вопросы с нашим здоровьем. В общем, самым лучшим образом карта может повлиять на нашу жизнь, на наше окружение, на наших близких и так далее. Либо мы можем направить вот эту энергию на какие-то личные достижения, на личные цели, когда мы стараемся за счет кого-то что-то сделать, стараемся повлиять на окружающих для того, чтобы свои цели осуществить. Вот тогда это будет плохо. То есть, в принципе, у нас есть возможность, нам дана энергия на достижение, но нужно обязательно задуматься, как мы будем действовать. Вот если по Венере, по императрице мы будем действовать очень дипломатично и уважать интересы других людей, то по дьяволу мы только себя ставим в центр, да, и всех других людей, все другие обстоятельства используем для достижения своей цели. И вот тогда это проблема. Итак, энергия дана, а выбор за нами. Кроме того, по тузу жезлов у нас очень часто происходит, знаете, какое-то продвижение очень быстрое, какой-то быстрый такой скачок в то, что касается нашей деятельности особенно. Давайте посмотрим дополнительно, чего это будет касаться. Да, вот смотрите, мы можем очень хороших результатов добиться сегодня в работе. Это, знаете, касается и какой-то, может быть, высокой должности, повышения нашего, да. Это может касаться какого-то значимого проекта, после которого, по окончанию которого мы можем подняться вот в своем профессионализме, да, по карьерной лестнице и так далее. Нас могут заметить. В общем, мы можем быть очень довольны тем, что произошло. Все зависит от сегодняшнего дня. Но нужно действовать очень мудро, нужно действовать профессионально, стараться все заканчивать, завершать, стараться быть внимательными к тем, с кем мы работаем, с кем мы живем, кто от нас зависит. И если даже у нас есть какие-то другие дела, побочные дела, лучше все-таки их сейчас убрать в сторону и сосредоточиться на одном, на чем-то, да, либо это наша профессия, наша профессиональная деятельность, проект. Если же это касается взаимоотношений, то значит только на взаимоотношениях. И вот пока мы не доведем вот то, что задумали, до конца, не нужно ни на что отвлекаться. Вот тогда действительно день будет иметь очень хороший такой эффект. Кроме того, карта говорит о том, что сегодня хорошо заниматься какими-то косметическими процедурами, связанными с лицом, с внешностью. Можно покупать какую-то новую одежду, очень хорошо будет, удачно, будете носить потом с удовольствием. Хорошее время для того, чтобы делать предложения, да? Хорошее время для того, чтобы там менять фамилию, или, допустим, кто-то себе псевдоним придумает какой-то творческий, тоже это очень важно сегодня, потому что закладывается очень большая энергия именно на это
как бы имя, да, на ваше новое имя приходит большое количество энергии. Что еще важно? Какая-то новая идея, новая сфера деятельности может открыться. Можно заявить о себе очень ярко. Также карта говорит о том, что мы можем стать, вот благодаря тому, что мы сегодня будем делать, последствиями этого будет наша уверенность в себе. То есть мы достигнем каких-то высот, осуществим какой-то проект, будем очень довольны этим, и люди другие будут довольны, да, и наша самооценка, наша уверенность в себе возрастает. То есть у нас появляется такое ощущение «я могу», да, я знаю, как что-то там важное сделать для себя, да. В общем, вот такая вот опора на себя появляется. Очень хорошее время для того, чтобы посетить парикмахера или визажиста, или стилиста. Хорошее время для того, чтобы проводить консультации, может быть, тренерские какие-то встречи. Как самим нам, да, так и участие вот в этих во всех процессах. Очень хорошее время для занятия спортом, для начала каких-то занятий, вот именно спортивных, да, хорошее время для того, чтобы начинать какие-то спортивные состязания. А если у вас есть какие-то конкуренты, вот те мысли, идеи, которые сегодня будут приходить, они вам помогут победить своих конкурентов. Хорошее время для того, чтобы решать вопросы со здоровьем, потому что здесь будет очень много энергии личной вам даваться для того, чтобы решить вот эти вопросы со здоровьем. Можно поменять как-то поведение свое, тем более, смотрите, у нас такой выбор. Вот то, что мы сегодня начнем, это будет определяющее для нашей личности. То есть это как бы выбор между добром и злом у нас сейчас идет, да. Вот какой путь мы выберем, так будет складываться наша дальнейшая жизнь. То есть такое вот начало у нас сегодня. Хорошее время для того, чтобы приобретать автомобиль, инструменты какие-то рабочие. Хорошее время для того, чтобы, может быть, как-то менять состояние ума своего, да, вот вы, допустим, привыкли решать вопросы одним способом, а вот сегодня вы можете совершенно это поменять. В общем, мысли, о чем мы думаем, наше поведение, вот это все сегодня можно менять. Это будет очень благотворно. Теперь отношения. В отношениях у нас выпадает маг. То есть, опять же, от нас зависит, как наши отношения будут складываться, от того, как мы общаемся, от того, какие мы используем способы общения, как мы стараемся понимать другого человека, насколько глубоко наше общение, оно поверхностное или мы действительно заинтересованы вот в том человеке, с кем мы общаемся. В общем, карта действительно такого влияния как на себя в отношениях, так и на другого человека в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, вот у вас заканчивается период одиночества, и вы вполне можете здесь познакомиться, но здесь ваша инициатива, ваше состояние ума, что вы действительно уже готовы к новым отношениям, да, что вы действительно свободны от всего старого. Вот если это не так, то нужно об этом побеспокоиться. Ну и также смотрите, может быть, либо вы как-то себя поведете неординарно, как-то, может быть, выглядите так не похоже на других людей, что обращаете на себя внимание, либо тот человек, с которым вы можете познакомиться, он тоже как-то отличается от других людей. Он может быть, просто внешне даже как-то выглядеть, либо поведение у него будет какое-то такое особенное, да, и это может быть, кстати, даже как раз ситуация, когда вы можете по этому же поводу к нему обратиться, то есть это легче будет познакомиться, да. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто уже в паре. Десятка трефовая выпадает. У вас, скорее всего, будут решаться вопросы заботы друг о друге, поддержки друг друга. Скорее всего, были с этим проблемы, были какие-то недоговоренности. И, может быть, вопросы денег, вопросы больших покупок. Вот это все вы сегодня будете решать. Или, может быть, вопросы... там решаете вопросы с должностью, там, допустим, предлагают вашему партнеру повышение или вам предлагают повышение, и вы советуетесь со своим партнером.
Но, в принципе, вот знаете, сегодня очень хорошо общаться друг с другом, разговаривать очень хорошо. И вы можете даже помириться, если вдруг была ссора. Вы можете, знаете, как-то исцелить ваши отношения, если вдруг что-то не ладилось в них. Для тех, кто в ссоре, семерка червовая говорит о том, что если это ваш человек, то сегодняшнее примирение, оно послужит укреплению ваших отношений. Если же это не ваш партнер, то наоборот между вами вот как-то пропасть такая разверзнется, да, и это хорошо, потому что как бы не со своим человеком рядом жить, это всегда очень тяжело, как для нас самих, так и для нашего партнера. Поэтому если это не ваш человек, ну лучше пусть вы найдете себе какого-то другого, да, который вам больше подходит, с которым вы будете счастливы. Для работы выпадает восьмерка пентаклей. Очень хорошая карта. Карта достижений, профессионализма, когда нам все удается, когда все ладится, можем как бы и хорошие суммы денег получать. Карта говорит о том, что могут быть какие-то достижения у нас сегодня, признание может быть наше, да. И, в принципе, вот для работы лучше карты не придумаешь. А для тех, кто в поиске работы, шестерка пиковая, может найти работу в каких-то государственных структурах, либо с помощью государственных структур, ну, допустим, с помощью центра занятости. Для тех, у кого уже есть работа, туз бубновый, еще одно подтверждение того, что сегодня может быть либо окончание какого-то проекта очень успешное, либо вот на вас обратят внимание, в общем, какой-то успех, какая-то победа, скорее всего, ожидаемая, какая-то слава очень хорошая о вас. В общем, вы молодцы сегодня. Для тех, кто своим делом занят, выпадает король бубновый. Карта говорит о том, что будут какие-то важные клиенты, хорошие сделки, хорошие деньги, хорошее развитие каких-то связей. То есть выход может быть даже на новый уровень, какие-то новые появляются клиенты, новые источники дохода и так далее. Для денег выпадает колесо фортуны, тоже очень удачная карта. Возможно, для тех, кто вот находился в сложном финансовом положении, откроется какой-то источник дохода. Может прийти подарок, могут прийти неожиданные деньги, прийти неожиданная зарплата, оплата. В общем, деньги могут прийти просто по судьбе совершенно неожидаемо. Для тех, у кого зарплата, шестерка червовая, говорит о том, что какая-то ваша мечта тут может сбыться вот именно по поводу финансов. А также у вас, знаете, ваши деньги зависят от вашей репутации, от того, что вы уже в жизни делали. И вообще в деньгах у вас какой-то новый тут поворот. А для тех, кто зарабатывает своим делом, у вас в основном все зависит от того, как вы все распланируете, насколько разумно и мудро вы ко всему относитесь, и насколько вы осторожно действуете в финансах. Вот если, допустим, у вас есть желание сделать какие-то инвестиции сегодня, то это вам не на благо. Либо вы должны вот точно знать положение вещей истинное, да, вот в тех финансах, по поводу которых вы хотите сделать вложение. Либо, если у вас есть хоть малейшие сомнения, то не нужно этого делать, не нужно полагаться на чужое мнение, только самим все нужно здесь знать и изучать. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то конфликты по поводу денег, может кто-то, знаете, вмешиваться вот в ситуацию с вашими деньгами, какие-то люди, которые, ну, в принципе, хотели бы вашими деньгами воспользоваться. Вас могут, кстати, обмануть сегодня тоже на деньги, будьте внимательны. В общем, если вы ко всему относитесь разумно, то тогда день хороший, и вы действительно ничего не потеряете. Но если же есть хоть какое-то сомнение, либо вы привлекаете каких-то, в общем, других людей для решения своих вопросов, не понимая сути вопроса, вот тогда вас здесь могут обмануть. То есть нужно все проверять, либо обращаться к тем посредникам, которым вы вот 100% доверяете. По итогу дня выпадает карта старшего аркана «Влюбленные», а это значит, что день действительно сегодня это испытание для нас всех. То есть нам дается возможность, нам дается сильное желание, энергия, да, в общем, у нас все есть для того, чтобы сейчас сделать в жизни рывок.
Но куда мы направим эту энергию, зависит от нас. И вот эта карта как раз говорит об этом, да, что здесь все зависит от того, возьмем мы на себя ответственность или нет, насколько мы смелые в своих действиях и не цепляемся за прошлое, насколько мы хорошо общаемся друг с другом, доверяем друг другу и так далее. То есть вот очень важный день сегодня, когда решается очень многое. Друзья, желаю всем, чтобы все, что происходит, поворачивалось на благо. Желаю вам счастья и удачи. Всего вам доброго. До новых встреч.